В Ленском районе живут представители разных народов. Интернациональные семьи часто демонстрируют нерушимость брачных уз. Например, супруги Раджабовы. Как им, воспитанным в разных национальных традициях, живется под одной крышей? Об этом мы поговорили во время недавней нашей встречи. Ибрахим и Айгуль Раджабовы вместе 10 лет. Он таджик, она киргизка. Ибрахим приехал из Таджикистана в Ленск в 2010 году к брату, который предложил мужчине хорошо оплачиваемую работу. Много лет он вместе с трудовой бригадой занимался строительством и отделкой частных и многоквартирных жилых домов, муниципальных зданий. Надо сказать, что у Ибрахима золотые руки. Всю работу он выполняет качественно и профессионально. Этот специалист востребован всегда. На некоторое время мужчина менял род деятельности. 5 лет служил в пожарной охране, был пожарным. Айгуль родилась и выросла в городе Удачный. Родители девушки в 80-х годах приехали в Якутию из Кыргызстана на заработки. Работали на фабрике в горно-обогатительном комбинате. Здесь, на суровой якутской земле, родились их дети. Айгуль закончила школу, после уехала в Бишкек, где получила специальность бухгалтера. Затем поступила в высшую школу милиции. Закончила Дальневосточный юридический институт в Хабаровске. Вернулась в Удачный. Много лет работала в милиции, после в неведомственной охране. Потом в вытрезвителе. А когда вытрезвители были ликвидированы, героиня нашей передачи перевелась в Уфсин и переехала в Ленск. Здесь она трудилась в колонии номер 8. Это был 2011 год. Карьере Айгуль посвятила 23 года. Сейчас, да, я вышла на пенсию, на заслуженный отдых, да, воспитываю детей. Все время свое уделяю детям. Мы стараемся проводить все время вместе. Участвуем в конкурсах, в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, исследовательские работы. Ну, все время с детьми. Муж, получается, работал в МЧСе, умеет делать все, абсолютно все. И подходит, как сказать, творчески подходит к своей работе. 18 лет как устроилась в милицию, и просто захотелось пойти дальше. Но когда стал выбор уже семья или карьера, я выбрала семью. Конечно, столько времени, да, на работу? Да, там очень много времени на работе, поэтому я выбрала семью, вот поэтому у нас 5 ребятишек. Народная пословица гласит: лучший клад, когда в семье лад. А когда в дружной семье воспитывается 5 детей, каждый из которых является яркой, многогранной личностью, озаренной блеском ума и эрудиции, светом внутренней культуры и таланта, представляется очевидным, что всестороннее образование и гармоничное развитие личности каждого ребенка стало главным делом жизни любящих и заботливых родителей. Их призванием. 2 сына и 3 дочери – дети, достойные своих родителей. Истинная ценность – настоящее богатство супругов Раджабовых. Ведь за успешностью детей скрывается неустанный бесконечный труд мамы и папы, их чувство долга перед своими детьми. Воспитание детей, наверное, это в первую очередь уважение к старшим, помнить, почитать своих близких, помогать людям в трудную минуту. Ну, заботиться, забота друг о друге, сплоченность, чтобы, так как вот их 5, да, чтобы они были сплоченными, дружными и всегда были вместе и поддержкой друг другу. Айгуль Джалдашбековна – любящая и заботливая мать. Безоглядно и самозабвенно посвятила свою жизнь воспитанию своих детей. Роль матери в семье особенно велика. Все дети семьи Раджабовых являются гордостью родителей. Намина – старшая дочь в семье. И этим все сказано. Спокойная, ответственная, правая рука мамы. Ее незаменимая помощница и хозяйка. Девочке 12 лет. Учится она в 6 классе. Серьезно занимается дзюдо. Участница соревнований различных уровней. У нее масса наград. Я участвую в соревнованиях по дзюдо. Приехала вот недавно с Якутска. Участвовала в Лиге патриотов, заняла 3 место. И участвовала в Хабаровске. Тоже 3 место. Выиграла 3 человек. Я хочу поступить в училище Олимпийского резерва. Вот самая первая моя медаль. 3 место. Вот это. По дзюдо. Вот 2 моя медаль. По самбо. Вот по самбо. 1 место.
Потом мы выезжали, мои первые соревнования были по самбо, которые мы выехали в село Витим, поселок Витим. Вот, я там заняла первое место. Потом в Ленске у нас были соревнования, я заняла первое место под дзюдо, вот такая вот медаль. Когда я выезжала на ДФО в Хабаровск, вот, Федерации дзюдо России, первенство ДФО. И потом, здесь еще одно по ДФО, соревнования по дзюдо Лига патриотов. Это откуда она? С Якутска. Увесистая такая. Самая ценная медаль вот эта. Она тяжелее досталась. Потому что я там выиграла несколько человек. Это очень трудно было. Еще Намина увлекается танцами, занимается в изо-студии, плетет из бисера. Мои увлечения: я заплетаю косички сестрам, плету из бисера. И иногда, если утром, вот когда была масленица, я постоянно готовила блинчики. Дочь Ясмина девочка жизнерадостная и подвижная, учится в школе в 5 классе. Ее увлечения разнообразны. Она посещает музыкальную школу и театральную студию. Уже сыграла роль в мюзикле «Буратино». Я отличница, но только в этой четверти вышло 2 четверки, а в предыдущих все 5 были. Я занимаюсь карате, дзюдо, хожу в музыкальную школу и в театральную студию 2015. В декабре я участвовала в мюзикле «Буратино», где сыграла 2 роли – Арлекина и Паука. Да. И я еще 2 раза выезжала на соревнования по дзюдо и занимала призовые места. В прошлом году я заняла 3 место, а в этом году заняла 1 место. В музыкальной школе я прошлый год закончила на отлично, и прошлые четверти у меня тоже вышли на отлично, а эту четверть у меня 1 четверочка. Впервые в вашем городе единственное представление театра Карабаса-Барабаса 33 подзатыльника! Уважаемые сеньоры! Я на спектакль приглашаю, это будет множество затей. Я этих букв обожаю, как будто собственных детей. Мы вам покажем представление, ах, это просто загляденье. Эх, это просто наслаждение, ух, это просто объединение. Как и Намина, Ясмина занимается карате и дзюдо. Рассказывает с удовольствием о количестве наград, выделяет самые ценные. Я занимаюсь карате с 24 года, и потом мы 1 марта поехали на соревнования в город Мирный, где я заняла 1 место, и потом были соревнования в Ленске, где я с белым поясом выиграла девочку с желтым поясом, которая ходила на тот момент уже 5 лет. Какие у тебя эмоции были? Я сама не поверила, что я это сделала, просто удивлена была. Вот это вот моя медаль с прошлого года, это по дзюдо, я заняла 3 место, это бронза. Вот это моя с этого года, это 1 место, золото. Вот. Это медали с лагеря «Алмаз», это по дзюдо медаль, в Ленске были соревнования, вот, я заняла 3 место тоже. Вот это моя 1 медаль по карате, это в городе Мирный были соревнования, я заняла 1 место. Есть медаль с моим именем, это за хорошую учебу, за отличную учебу в начальной школе. Скажи, какая вообще самая ценная для тебя есть? Какая-то вот такая для тебя медаль? Самое ценное это у меня есть их 3. Вот эти вот 3. А еще девочка печет торты, и надо сказать, что делает это уже профессионально. Сладостями радует членов семьи и гостей. Я люблю печь тортики. Я первая начала вообще печь торты. Я увидела в интернете рецепт и решила попробовать. И у меня вообще прикольно получилось. И потом я продолжила вот этим заниматься.
Потом мы с мамой прошли обучение, как вообще правильно готовить. И потом мы с мамой теперь вдвоем готовим. Я начала готовить простые, обычные тортики. Потом начала готовить красный бархат. Потом мы прошли обучение, и мы начали готовить красный бархат. Потом перешли на сникерс. После сникерса сейчас печем молочную девочку. И еще готовили медовик. Сын Эмир учится во 2 классе. Молодой человек очень творческий, занимается рисованием, играет в шахматы, поет в эстрадно-вокальной студии и читает стихи. Участвует в конкурсах чтецов, где всегда становится призером. Лев Протасов, нет страны прекраснее России. Мало еще! Рассудить я в силе, и никто меня не упрекнет. Нет страны прекраснее России. Этот вывод знай наперед. Вырасту, поезжу я по миру и уверен берегам родным. Будет так непреодолимой, хоть откуда, но вернусь я к ним. Потому что русский я по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя киргизка меня в России родила. Сегодня он готовится к участию в пасхальном фестивале. Третья весть была необычайна. Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. И кругом леса зазеленели, и теплом вдохнула грудь земли. И, внимая трелем соловьиным, ландыши и розы зацвели. Мальчик постоянно участвует и в научно-практических конференциях. Недавно он подготовил доклад на тему «Как построить фонтан». С папой они смастерили мини-копию настоящего фонтана. Жюри высоко оценили работу Раджабовых. Я бы предложила усовершенствовать старые фонтаны и построить новые, большие, красивые и оригинальные, и сделать их достопримечательностью города Ленска. Тогда все жители Ленска будут знать о фонтанах. Это я в школе своим одноклассникам рассказываю и показываю, как мы с папой, как работают фонтаны и как мы с папой сделали макет фонтана своими руками. Вывод. В результате нашего исследования я изучил принцип работы фонтанов, самостоятельно создал макет фонтана своими руками. Когда я вырасту, я хочу так же, как мой папа, уметь делать все, а главное своими руками. Мы ездили в город Краснодар, и там парк Галицкого. Там так много фонтанов, и всякие разные. Ему так понравилось, и мы решили выбрать эту тему. Сами сделали фонтан, ну, красивый. Мы этот фонтан подарили детскому саду «Солнышко». Он прям функционировал как положено, вода стекала прям, там получается в 2 этапа, еще и по краям ручейки такие были. С этим фонтаном заняли 1 место на исследовательском проекте. Были и другие работы, основанные на личном опыте и исследовательской деятельности. Он у нас помощник, он постоянно помогает папе. Мы в позапрошлом году, получается, на даче огораживали забором. И он папе помогал. И у нас исследовательская работа так и называлась «Как построить забор». Получили лауреата и поехали в Якутск. Ну, как сказали, что это был единственный дошколенок, который полетел в Якутск. Так же, как и сестры, Эмир отличный спортсмен, занимается киокусинкой, карате и дзюдо. В его копилке множество наград с различных соревнований. Первое соревнование занял 2 место. По киокусинкай. По киокусинкай карате. А вот эта медаль по дзюдо занял 3 место. А это медаль Смирнова по дзюдо. И у меня еще есть кубок «Самый зрелищный бой». Дочь Рамина – младшая девочка в семье. Ее обожают и балуют. Ей 5 лет. За свою небольшую жизнь она многому научилась. С 3 лет участвует в конкурсах чтецов, очень хорошо рассказывает стихи, занимает призовые места. В прошлом году участвовали в исследовательском проекте в музее, заняла 2 место. В этом году тоже участвовала в конкурсе, в исследовательском проекте
тоже заняла 2 место. Скажи, как называлась тема? Тема, как проехали? Моя мамочка и ее секретики. Мы выбрали тему «Моя мамочка и ее секретики». У нее сейчас такой возраст, там особо исследовательской прям работы не было. Просто сидеть и рассказывать про себя детям, оно особо и не запомнится, да. А здесь в проекте дети узнали обо мне побольше. Где родилась, когда родилась, мои любимые цветы, все, что люблю я. Дети об этом узнали благодаря проекту. Рамина справилась отлично с данной темой и заняла 2 место. Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек. Звучит оно на всех языках одинаково и нежно. У мамы самые нежные, ласковые руки. Они умеют все. Мою маму зовут Айкут. В переводе с русского языка означает «лунный цветок». А еще Рамина танцует, рисует, поет в эстрадно-вокальной студии и выразительно читает стихи. В день Пасхи, радостно играя, высоко жаворонок слетел и в небе синем, исчезая, песнь воскресенья запел. И песнь ту громко повторяли, и степь, и холм, и темный лес. Проснись, земля, они вещали, проснись, твой царь, твой Бог воскрес. Сын Рамазан – самый маленький член семьи. Ему 2 года. Мальчик ходит в детский сад и только наблюдает за достижениями своего брата и сестер. Но в будущем его ждет такая же активная, творческая и спортивная жизнь. Учим стихи понемножку, развиваем память. Такой у нас мальчик, глядя на старших, он у нас спортивный, кувырки делает, старается отжиматься, пресс качать. Айгуль Раджабова, сама обладающая спортивными достижениями и высшим образованием, дала незримый толчок к развитию спортивных сил и способностей своих детей. 5 лет занимается дзюдо и решили себя попробовать в другом виде спорта. Успехи тоже хорошие. Получается, с января они пошли на карате, и в марте уже были соревнования. Они 1 места заняли. Да, короткий период, и это хороший прям результат. Учесть, что дети, многие занимаются карате профессионально уже, как можно сказать, возраста у них. Старше 12 лет уже полноценные соревнования, до 12 лет там же фестиваль получается для детей. И с детства занимаются, им прям было обидно. Именно она открыла детям с ранних лет мир спорта, страну под названием творчество. Именно мама научила понимать и ценить прекрасное, замечать красоту родного края, родной природы. Мама всегда рядом. Может распределить между детьми обязанности по ведению домашнего хозяйства, приготовить вкусный обед, выслушать, поддержит в сложной ситуации, организует учебный процесс, проводит в школу, встретит с Центра дополнительного образования. Моя мама, она умеет делать все. Заплетает нам косички на соревнования. Она очень вкусно готовит. Она помогает нам делать уроки. И если у нас в школе что-то не получается, она нам все подскажет, все расскажет, как все правильно делать. Папа тоже не остается в стороне, принимает активное участие в воспитании детей, присутствует на каждом соревновании, участвует в них сам, будь то ГТО, отцовский патруль и другие. 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26. С легкостью Ибрахим справляется и с другими обязанностями. Папа, он умеет по ремонту вообще все делать. Он смышленый, у него золотые руки, он прям все умеет делать. Когда мама уезжала, он заплетал косички. И на соревнованиях папа нас тоже поддерживает вместе с мамой.
Члены семьи Раджабовых умеют ценить время, чтят традиции семейного отдыха. Летом ездят в гости на родину в Киргизстан и Таджикистан, посещают живописные окрестности. Дети знакомятся с культурой. На Иссыкуль поехали, там были горы. Мы туда поднялись, там вообще очень красиво. Был водопад и река. Мы еще там покатались на лошадках. 5 лет назад мы ездили к бабушке, я там лечилась на кумысолечение, пила лошадиное молоко. А в холодный период года вновь учеба, новые творческие свершения, новые соревнования, концерты и награды. И любимые зимние увлечения – коньки и лыжи. Все выходные дни мы занимаемся. С маленькими я сама занимаюсь логопедией. Да, сама стараюсь ставить звуки. Сейчас все дорого. Если... Ну, в общем, у меня все получается самой. Да, если... У нас у папы времени очень мало. Когда у него есть свободное время, мы, естественно, всей семьей стараемся. Вот если в зимний период мы ездим на горнолыжную базу, катаемся на плюшках, на коньках катаемся. Ну, стараемся куда-нибудь выходить. Если погода позволяет, мы ездим на шашлыки, на дачу. Стараемся все время проводить вместе. В летний период мы ездим на речку. Также много времени проводим на даче. Мы очень любим готовить. Вот именно блюдо в казане – это очень вкусно. Стараемся побольше времени проводить на даче. У нас папа с мальчиками занимается стройкой, а мы с девочками готовим, убираем, прибираем. Знаете, вот, чтобы семья была сплоченнее, надо больше времени проводить вместе. И мы стараемся, чтобы у нас вот была сплоченная, дружная семья, мы все время проводим вместе. Так, радуясь и помогая друг другу ежедневно, трудясь на работе, дома, в школе, живет дружная семья Раджабовых, мечтая о вместительном и красивом доме, где спустя много лет сможет собраться их огромное дружное семейство. Сегодня над воплощением этой мечты они работают. Строительство дома уже началось, и супруги надеются, что в ближайшие годы их мечта станет реальностью. Знаете, вот я с детства мечтала о большой и дружной семье, о большом таком доме двухэтажном, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Но вот половина этой мечты сбылась. Да, вот большая дружная семья у нас уже есть. А насчет дома у нас еще все впереди. У нас интернациональная семья. Я кыргызка, а муж таджик. Поэтому я не решаюсь поехать в Таджикистан, а он не решается поехать в Кыргызстан. Поэтому наша родина здесь. Россия. В гости, конечно, да. К нам родители приезжают. Вот мама, супруга приезжала. Мои родители приезжали, вот они только уехали. Нет, дети у нас знают только русский язык по той причине, то, что это таджикский и кыргызский языки, это два разных языка, и дома мы разговариваем только на русском языке. Когда участвуем, допустим, в конкурсах, представляем кыргызскую общину, да, вот ассамблеи детской, дети рассказывают стихи на кыргызском языке, песни поют. Всю свою жизнь, как уже стало понятно из нашей передачи, Айгуль посвятила детям. Времени свободного на личные интересы остается немного. Но тем не менее, в его ограниченные рамки женщина старается уместиться. Недавно она прошла курсы по наращиванию ресниц. Сегодня практикуется. Надеется, что все у нее обязательно получится. Новую технику увидела, LED-наращивание. Ну, заказала себе все. Ну, пока я особо так. Где-то на детях, да, вот когда есть время, на детях. У меня невестка вот приходила, ну, знакомые так иногда приходят, просто чтобы для увлечения такого, да. Если получится все в дальнейшем, да, можно было бы, да, попробовать. Да, я хочу, чтобы у моих детей было все, поэтому, что было у моих детей, мне приходится делать и для других. Но мне это только в радость. В этом году Раджабовы отмечают 10 лет образования своей семьи. Брак они заключили не только в ЗАГСе, но и перед Аллахом. У нас, получается, было 2 свадьбы, регистрация в ЗАГСе и брак перед Аллахом. На нашем языке говорят нике. То есть такое вот свидетельство о бракосочетании, то есть здесь написано на русском языке и на арабском.
Несколько часов в компании этой замечательной семьи в их небольшой, но очень уютной квартире прошли незаметно. Встретили нас Раджабовы тепло. В доме приятно пахло только что приготовленной национальной кухней. Блюдо специально к нашему приезду приготовила хозяйка дома. С выпечкой чак-чак помогали Айгуль дочери. Как же здесь пахнет уютом и теплом. Это наше традиционное кыргызское блюдо – манты. Готовятся они фарш, говядина, лук, ну и тесто. Мы очень любим готовить всей семьей. Дети всегда участвуют в приготовлении. После знакомства с Раджабовыми лично я до сих пор нахожусь под впечатлением. Восторгаюсь хранительницей очага, матерью с большой буквы, которая полностью, без остатка отдает себя детям, посвящает все свое время их всестороннему развитию. Благодаря ей каждый в своем возрасте уже имеет высокие результаты. Своим личным примером чуткие родители дают своим детям правильное воспитание. Можно с уверенностью сказать, что отец и мать в этой замечательной семье воспитатели от Бога, а значит, у них есть призвание быть родителями.